И еще о высоком искусстве. В Театре оперы и балета по случаю юбилея Бетховена покажут 2 концерта. В фортепианной партии исполнит Максим Бетехтин. Молодой человек, уроженец республики, победитель и призер международных конкурсов. Он вернулся в Сыктывкар из Москвы, где ранее учился, а теперь работает. Пианист выйдет на сцену с симфоническим оркестром. Первое выступление уже завтра. Виктория Денисова побывала на репетиции и вспомнила величайшие произведения венского классика. Концерт номер 3 для фортепиано с оркестром. Целая палитра образов, настроений и характеров. За роялем Максим Бетехтин. В прошлом году он с отличием окончил Московскую консерваторию. Во время учебы молодой человек ездил по России и за рубежом. Выступал, участвовал в конкурсах. Сегодня вернулся на малую родину, в Сыктывкар. Здесь он покажет всю многогранность творчества Бетховена. Ой, знаете, чем больше я его играю, тем больше мне кажется, что это что-то... мы не можем до сих пор оценить, что это такое и с чем его едят. Это человек, который сильно опередил свое время. И несмотря на то, что многие знают только шлягеры типа «К Элизе» или «Пятой симфонии» до минорной, В программе первого концерта клавирное творчество. Пьесы, миниатюры, сонаты, вариации. Все жанровое многообразие и не перечислить. Между композициями отступления Максим Бетехтин расскажет зрителям, как появились те или иные произведения и как их нужно понимать сейчас. О пути последнего классика и первого романтика можно говорить бесконечно. В классике самое главное – это общество. Если личность нарушает какие-то законы общества, если она нарушает эти законы, допустим, ради любви, эта личность не может быть оправдана, потому что он предает таким образом общественные интересы. А романтизм развернул все это наоборот. После второй концерт. Перед зрителями представит Бетховен-симфонист. Исполняет традиционный классический оркестр. Это и духовые, и ударные, и струнные инструменты. Насладиться творчеством одного из величайших композиторов в истории может каждый. Первый концерт уже в пятницу. Начало в 18:30 на сцене Театра оперы и балета. Второе выступление 7 февраля в 6 вечера. Обещают, будет интересно. Виктория Денисова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.